Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие душевные комментарии, за вашу подписку. Огромное спасибо всем тем, кто делает донаты моему каналу. Благодарю и молюсь за вас каждый день Всевышнему, чтобы вам поставили в 1000, в миллион раз больше, чем вы помогаете мне и моему каналу. Огромное вам спасибо. Тема сегодняшней цыпочки звучит так: что скоро вас обрадует. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни мысленно, либо вслух задайте такой вопрос: что скоро меня обрадует? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, что скоро вас обрадует. Так. Ну, во-первых, я вижу выход из какого-то сложного положения, затруднительного положения, положения, в котором вы чувствовали себя связанной по рукам, по ногам, там, где вы были, может быть, кому-то чем-то обязаны, либо на вас было какое-то обременение, где вас, я не знаю, как-то сдерживали, притесняли, может быть, обижали, манипулировали вами, либо вот как-то какие-то тиски, да, в тиски зажали, и выхода у вас не было. Теперь я вижу, что вы выход этот найдете, причем благодаря своей смекалке, благодаря своим каким-то умственным способностям, вы уж не обижайтесь, но вот говорю, как идет. Да. Плюс вашим коммуникациям. Вы очень коммуникабельный человек, но вы как-то этим не пользуетесь себе во благо, да, вы пользуетесь этим, когда там нужно завести друзей, там, товарищей, пообщаться, когда нужно узнать какую-то информацию, где-то что-то там разузнать, раздобыть. Но при этом вы не понимаете, насколько сильно ваше слово. Вы не понимаете, насколько вы как переговорщик, как коммуникатор, вы можете воздействовать на людей. Да, вы можете обладать даже какой-то легкой формой гипноза. Можете людей в такую форму состояния, вернее, не форму, а в состоянии гипноза вы можете вводить. Поэтому, мои дорогие, вам еще предстоит это все о себе узнать. Вы попробуете, у вас получится, и это вас очень обрадует. Потому что это то, знаете, вот как дар, да, дар, возможность, и вы никогда этим не пользовались, как будто бы это лежало очень долго в ящике, пылилось, и теперь вот вы, подумав, да, о своей жизни, о своем прошлом, понимаете, что, Господи, да если бы же и раньше, да сколько бы я там себе могла там хорошего получить, выбить, придумать, сделать, да, вот почему так с задержкой все происходит в моей жизни. Но, мои милые, я скажу такую вещь: всему свое время. Так, смотрите, у вас будет очень радовать вот эта курица. Видите, какая курица, которая начнет нести яйца. Причем яички не простые, яички золотые. Ждите прибыли, ждите денежки, ждите поступления финансовые. Также у вас идет дорога какая-то путанная. То есть кто-то будет пытаться вас путать, сбивать с пути, что-то там вам там говорить, советовать. А вы прям так считаете с этого человека, что человек врет. И прям так ему скажете: а ты врешь. Ты нечестный человек. И человек, так знаете, сконфузится и убежит от вас, да, и не будет вам мешать. Мало того, вы ни в ком не нуждаетесь, вы сами можете все понять, найти и себе сделать. Я вижу, что вы примете какую-то позу такую боевую и примите решение, что мне никто не нужен, я сама. И сама вы сделаете очень многое. Причем как-то сделаете за какой-то короткий промежуток времени. Там, может быть, за полдня управитесь, либо за день. То есть какую-то мега работу вы провернете. Будете очень горды и довольны собой. И мало того, еще и какие-то овации к вам идут. То есть люди будут вам благодарны, и люди будут откровенно вами восхищаться за вашу выносливость, за ваш острый ум и за то, что вы вот так вот смело поборолись, может быть, даже с какой-то системой, либо с какими-то обстоятельствами. Так, у вас идет рост по какому-то важному вопросу и какому-то важному делу. Это дело касается двоих, тут две женщины, либо это вы и ваша дочь, либо вы и ваша мама, то есть либо ваши, например, сестры, ваши подруги. Вот вы будете радоваться за этих людей.
вернее, как вы будете радоваться за своего близкого человека. Я вижу, как будто бы вы защищаете, как будто бы вы стеной такой, да, вот стали, и сзади вас другая женщина находится. Вы знаете, вот все ваши вот эти боевые стойки, все ваши посылы, все ваши обращения, все ваши, не знаю, там, советы, наставления, все это будет преобразовываться в результат, причем результат очень положительный. То есть вы действительно, вот что у вас в голове, то у вас на языке, и то у вас в руках, понимаете? У вас как бы слова и дела никогда не расходятся. Вы человек очень мощный в этом плане. И еще раз говорю, вы вот для всех вы решаете все вопросы, причем решаете как-то быстро, эффективно, и все как бы привыкли к вам, к тому, чтобы к вам прийти за помощью, к вам обратиться. Но тут будет ситуация, которая вы в ней будете прямо участвовать, и это будет не только для вашего, например, любимого, дорогого человека, друга, товарища, мамы, дочки, но и для вас. И вы настолько сильно восхититесь тоже сами собой, что вот я смогла, я сделала, я осилила. Я бросила вызов сама себе, я бросила вызов системе, и я ее поборола. Вы знаете, вот как будто бы вы сами себя прокачиваете, вы сами себя вдохновляете. И вы будете действительно в прямом смысле слова получать большую радость и удовольствие от самой себя, либо от самого себя, насколько вы мощный, активный человек. Так, дальше я у вас вижу человека, который лежит, причем такой, знаете, вот прям, я не знаю, человек устал, очень сильно устал, измотан, и человек, я не знаю, чего-то очень долго ждал и просто уже умаялся в этом ожидании. А здесь отдых идет, отдых достаточно хороший, который вас действительно восстановит, полностью восстановит. Здесь восстановление не только физического здоровья, но и психологического, да, вот нервная система будет восстановлена. Как-то вы выспитесь, причем очень хорошо выспитесь, где-то вы отдохнете. Может быть дома, может быть в какой-то поездке загородной, может быть какие-то поездки. Я вижу, что вы наконец-таки себе позволите именно отдохнуть. И настолько это будет все благодатно для вас, настолько это будет вам в помощь, что вы проснетесь и поймете, что вы полны энтузиазма, сил, энергии, и что вам некогда лежать, вам нужно идти вперед и двигаться, развиваться, осваивать какие-то новые высоты, добиваться каких-то высоких целей. И вы знаете, здесь сразу вот какой-то скачок сразу в работу, в дела, в активность. Если вы работаете, то на работе у вас будет повышение, причем повышение такое вами заслуженное. И за это повышение вы еще с кем-то пободаетесь. Вы долго не получали повышение, потому что вы молчали. Тихо молчали, надеялись, что вас заметят, что вас оценят, и что человек, там, начальник, да, сам будет иметь совесть и вас повысит. Но этого не происходило. И тут вы как будто бы устали от этой ситуации, и вы так грозно хлопнете дверью и скажете: так, я не поняла, в чем дело. Я тут больше всех работаю, я больше всего знаю про эту компанию, про это дело, и меня не повышают. Что случилось? Ну-ка, объясни мне. Человек просто обалдеет, может быть, от вашей наглости, либо от вашего напора, но при этом будет такое вот у него выражение лица, что он все осознал, он все понял, и человек еще будет очень долго извиняться перед вами. Мало того, тут еще какой-то, знаете, вот смотрите, какими-то дарами пахнет. 2 подарка. Но один — это высокая должность, понятно, а второй, скорее всего, либо какие-то деньги, либо какие-то, я не знаю, бонусы, подарок какой-то дорогой вам могут подарить еще на работе, да, вот как-то вас обозначить, отличить от других. Также, например, если вы не работаете, но вы причем, при этом ведете какую-то социальную активную жизнь, да, например, вы, не знаю, там, старшая по подъезду, либо там на даче вы там человек, который присматривает за всем. То же самое, вы знаете, вы себя обозначите, вы потребуете за свои труды, за свою работу, за свои вложения, вы потребуете награду, и награда будет вам сразу же дана, причем очень справедливая. Так что не стесняйтесь, не надо быть излишне скромным человеком. Это, во-первых, это не к лицу, во-вторых, это ничего хорошего в вашу жизнь не несет. Вы теперь настроены на такую боевую позицию, вы получаете компенсацию за все то, чего не получили раньше. Смотрите, здесь вы будете пить из этой чаши любви. Вас порадует ваш любимый человек. Тот, кто вам нравится, тот, кто вам симпатичен, кто вам интересен. Если вы в паре, в браке, то муж ваш будет вас всячески баловать, удивлять и радовать. Если вы
одинокий человек, то здесь идет влюбленность. Причем влюбленность такая очень активная, горячая. Вы влюбитесь, и от этой влюбленности вы будете получать очень много радости и удовольствия. Также, возможно, вам приедут ваши там детки, внуки, либо вот человек, который вас любит и у вас в душе не чает, да? И вы будете получать удовольствие от этих его ухаживаний, от этой его любви, от его проявлений, либо ее проявлений. То есть в любом случае я вижу, что вы вот пьете из этого бокала любви, вам это очень нравится. И вы не спешите, например, там, в брак, в отношения. Вам хочется насладиться этим моментом здесь и сейчас. Еще у вас из радостных моментов идет получение. Тут буква вышла такая вот. Тут буква «Б», то есть что-то на букву «Б». Кстати, может быть и богатство, да, богатство какое-то. Наследство может быть вот за что боролись, да, вот вы могли там судиться с кем-то, какие-то разбирательства иметь, вы это получите. Причем получите немножечко больше, чем вы просили, ждали и надеялись. Здесь уже именно сама судьба вмешивается и вам дают по заслугам, потому что вы действительно заслужили, и вы действительно можете правильно этим распорядиться. То есть вот такой вот прям дар вам судьбы идет. Также вот здесь вышла буква А. Человек на букву А сделает для вас какой-то невероятный поступок, хороший, добрый, благородный. Вы не будете ждать и просить от этого человека. Человек проявит свою инициативу. И еще раз говорю, это может быть и мужчина, и женщина, но на букву А. Инициал буква А, либо фамилия, либо имя. Человек прям полностью выложится, да, ради вас и ради того, чтобы ситуация в вашу сторону вышла. Так что, мои дорогие, встречайте, принимайте, радости в вашей жизни будет много. И самое главное, то, что вы будете получать удовольствие сами от себя. На мой взгляд, это просто прекрасно. Так, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.